Издавна в воде поклонялись разные народы – кочевники, земледельцы, охотники, рыболовы. Она давала жизнь и пищу. Не случайно именно с водой связано множество старинных ритуалов. Один из них – чувашский обряд Неме. Его традиция насчитывает тысячелетия. Когда-то именно он спасал жизнь земледельца. Нужно было вывозить лес, строить дом, вовремя сжать урожай. Везде на помощь приходил древний обычай. Сегодня в чувашском селе Большое Микушкино, что в Высоклинском районе, возрождают давние традиции. Это трудовой обряд, когда всем собирались родством и проводили трудоемкие работы. То есть хозяин приглашал в определенный день, к нему приходили родственники, соседи, для того, чтобы, в частности, мы показали, как полотно отбеливают. Обязательно это проводилось возле родника, потому что использовалось очень много воды. Здесь ставили котел для того, чтобы воду кипятить, потому что должна была быть горячая вода. Потом люди приходили сюда не со своим орудием, в каждом хозяйстве было свое. То есть полный комплект этого инструментов. Неме не зависел от времени года. Близких созывали тогда, когда хозяевам предстояли важные работы. Обряд имел строгие правила. Здесь сын, хозяин дома, а мать напутствует, то есть говорит о том, что ты сегодня должен пройти по всем своим родственникам, соседям, пригласить их. Он берет обязательно белое полотенце, вышитое, как бы показывает символ того, что все мы собираемся в общий круг, то есть мы все опять в едином круге будем сегодня. Потом, когда люди уже собираются, хозяйка приготавливает ковш с пивом, туда она уже наложила 41 кусочек хлеба для умерших, усопших, чтобы они помогли, то есть они помогли в том, чтобы у них род продолжался, чтобы все время они жили в родстве вместе, и чтобы у них работа спорилась. Авалги еланабыз мазыр, сенерен елагылар мазыр, сяк неме ядбе тварбуль ваттызене тадык. Обрядовый ковш вручали самому почетному человеку. У чувашей это был либо старейшина, либо глава семьи. Хозяин дома благодарил Бога за помощь в работе. Ваттыземся плагаларыз, тола бусма вғытчит недеріз, пушлари варазе. Пушлар. И потом идет в угол, самый скромный угол дома, то есть двора, и туда кладет, выливает эти куски, то есть отдает им. Не только мы будем сегодня угощаться, вы тоже угоститесь. Они не забывают об усопших, потому что связь именно потусторонним миром очень сильно у нас как бы связана. И потом уже идет и говорит, как бы, вот слышите, усопшие сказали, пора начинать за работу. Они нам дали добро. И после этого только весь народ начинает трудиться. Трудиться могли от рассвета до заката. В конце дня хозяйка дома обязательно стучала о посуду ложкой. Так всех созывали на угощение. Работы завершались.
Здесь с первого котла берутся хозяину, дается это самый такой жирный кусок для того, чтобы он, как бы хозяин, он показывает всем, что как мы трудились, так мы должны есть. Чуваши, как говорили, как кушаешь, так и работаешь. Вот от этого и идет это. А потом уже мужчин сначала угощают, поэтому у нас здесь было только 2 мужчин, их сначала угостили, а потом уже женщины раз гуртом подошли и уже себе только накладывают. Ах, туба да кидем де диден мәше бузык булык семен доне. Куда така кама барар бой? Кана аржинна барар бой. Аржинна бамалла. Парабангалага не барар парар. Ну бара килер гунда япыр. Сияс. Дидер газы курден не андаргалаза барап. Любая семья в деревне готовилась к этому дню заранее. Особенно важная и почетная роль была у хозяина дома. Он готовится к этому дню, потому что он не будет так много трудиться, он будет ухаживать за своими гостями, то есть не гостями, а теми, кто будет ему помогать. Здесь обязательно должно было полный котел еды, то есть специально забивали барана, чтобы хватило на всех. Ставили пиво чувашское сыра, чтобы людей угощать этим напитком. И потом уже после всей работы люди начинали веселиться, то есть тому, что они поработали. После сытной трапезы наступало всеобщее веселье, время песен и плясок. Все движения, которые сопровождали общую работу, воплощались потом в обрядовых танцах. То есть именно танцем они показывали, как они выбивают, потом ногами, как они стучат, то есть они помогают своими ногами, показывают руками, они мнут, они показывают, они крутят. Этот обряд проводится ближе уже к осени, когда работы утихают, то есть уборка закончилась, в амбарах уже лежит зерно, люди более-менее освободились от летних вот этих всех работ, и они уже приступают как бы к осенним, потому что они в ту зиму еще наткали, ту зиму полотно они уже сделали, а их надо отбеливать, их надо уже как бы сучить. Манарым, манарым, келбек сюда дегел, biz şuradan arım, balarım, arımanın крокодил. В конце праздника уже другая семья просила о помощи. Здесь же договаривались о дне проведения работ. В назначенное время хозяин с вышитым полотенцем обходил село, приглашая всех уже в свой дом. Сегодня уже ни в одной деревне не увидишь трудовых танцев. Однако обряд Неме по-прежнему живет. Его помнят, собирают по крупицам участники фольклорных коллективов губернии. Традиции вековой давности по-прежнему живут, передаются от поколения к поколению. Теперь